Мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. Меня зовут Севгиль Мусаева, в эфире программа «Прайм». И сегодня у нас очень интересный гость, доктор филологических наук, профессор, ректор Таврического национального университета Владимир Казарин. И я очень прошу звонить наших телезрителей как из Крыма, так и из материковой Украины. Я думаю, что к Владимиру есть очень много вопросов. Я очень надеюсь, что мы сегодня получим звонки, в том числе и от жителей Крыма, по поводу того, как можно поступить в Таврический национальный университет, какие есть сложности, что делать со внешним оцениванием. 073 419 41 58, 067 963 81 37. Ждем ваших звонков, и Владимир готов на них ответить на все интересующие ваши вопросы. А у меня вопрос первый, Владимир. Сегодня появилась новость о том, что некоторые учебные заведения, высшие учебные заведения распустили своих студентов до марта месяца в связи с проблемами оплаты за отопление. Насколько эта проблема актуальна для вашего высшего учебного заведения? И второй блок вопроса, конечно, это насколько вообще возможно в Украине эффективно дистанционное обучение, если говорить вот такой вот форс-мажорной ситуации. Ну, что касается первой части вопроса, то у нас нет никаких перерывов. И, честно говоря, мы уже вот второй год с определенным удивлением наблюдаем за тем, как другие вузы это делают. Мы, в конце концов, не в Якутске находимся, не в Воркуте, там, не в Новосибирске. Не такие уж у нас эти морозы, раз. Во-вторых, ну, министерство нам помогает с оплатой коммунальных платежей. Не полностью покрывается, но значительная часть покрывается. Остальные мы зарабатываем сами. И у нас прошла сессия, мы отпустили детей на каникулы, как положено. Все они вышли сейчас с каникул. Одни ушли на практику, которая у них по плану, другие находятся в аудиториях, занимаются. И мы, мало того, мы полагаем, если мы уже имеем здания, у нас их достаточно много, они у нас загружены в 2 смены именно потому, что если уже мы отапливаем эти здания и оплачиваем все расходы, то, конечно, оно должно быть задействовано весь день. Мало того, сейчас, перенимая опыт целого ряда западных вузов, они вот, например, в Англии, у них заочники, ну, те, которые, конечно, поближе живут к вузу, в данном случае, например, из Киева там, или из окрестностей, кому недалеко, они раз в неделю по субботам с 9 утра до 9 вечера устраивают для них занятия с перерывом на обед. Тем самым это, по сути дела, интенсивная учеба, и, может, даже в чем-то более эффективная иногда, чем на дневном, потому что это люди, которые работают и понимают важность знаний, они к этому относятся серьезно. И мы сейчас этот же опыт перенимаем для того, чтобы работать со своими заочниками. Жаль, что, например, вечерняя форма обучения у нас закрыта. Очень много людей учатся параллельно с работой. И вот для этой категории мы тоже сейчас... В том числе для переселенцев этот вопрос может быть очень актуален. Да, или, например, для человека, получающего другое образование, если его старое перестало удовлетворять, он работает и вечером получает это образование. Вот это мы тоже практикуем. Никаких перерывов по этому поводу из закрытия зданий у нас не планируется, не осуществляется, и делаться у нас этого никогда не будет. Что касается второе... Дистанционное обучение, да, потому что вот сегодня, когда заявили несколько ректоров университетов, что будет вводиться дистанционное обучение до марта месяца, у нас возник вопрос, насколько вообще в Украине применимо это дистанционное обучение, и по сути мы как для себя решили, что студентов фактически распустили на каникулы. Правильно это или нет? Если дистанционка связывается с принудительными зимними каникулами, то, конечно, это дискредитация дистанционки. Получается, если холода невозможно заниматься, вводим дистанционку, холода кончились, заниматься можно, дистанционку отменяем. У дистанционки вообще трудная судьба в нашей стране. Вот, слава богу, только в законе о высшей освете 2014 года, который в 2016 году окончательно вступил в силу, там введение ряда статей было пролонгировано на 2 года. С 2016 года он действующий. Там, слава богу, наконец-таки черным по белому было впервые написано, уже впервые написано, что образование ведется очно, запятая, заочно, в скобках дистанционно. То есть дистанционно вошло. Ну, что это такое и с чем, как его применять, пока что непонятно. До сих пор в скобках. Это будущее всего образования. Западные нормативы образования предполагают, что около 30% учебного процесса осуществляется как бы в контакте со студентом, и это лекции, это какая-то часть семинарских занятий, а 70% это дистанционное общение с ним, он получает задание,
задания, он получает контрольные, он получает установочные какие-то моменты. Самое главное состоит в том, что он должен научиться сам искать эти знания. Я не буду каждому из них заново рассказывать. В связи с этим у меня вопрос. Насколько применимо в нынешней ситуации, да, когда Крым оккупирован, Таврический национальный университет — это все-таки вуз, который был в Крыму, да, и который в том числе обучал крымчан. Насколько возможно применить именно вот эту форму дистанционного обучения? И готовы ли вы работать в этом направлении? Мы готовы. Мы уже у себя оснащены программами дистанционными, причем они импортные, они европейские. У нас побратимский наш университет, швейцарский университет нам эти программы предоставил. И вы знаете, как раз применительно к Крыму и оккупированным территориям Донбасса, вот дистанционка сегодня ключ к тому, чтобы дать возможность детям оттуда, не имеющим возможности выехать по самым разным причинам. Большие семьи, нужно помогать родителям, больные там бабушки, дедушки, что-то еще, денег совсем не хватает, условия материально не очень хорошие. Это возможность им сегодня оттуда, там находясь, получать образование на материковой Украине. Эта система образования набирает громадные обороты по всему миру. Ну, например, может быть, вы знаете, что самый большой на данный момент вуз по количеству дистанционных студентов — это вуз, работающий в Турции. Там 3 миллиона студентов в этом вузе. 3 миллиона. По всему миру. Африка, Латинская Америка, Азия и так далее. Ну, правда, они там обучают так называемых младших специалистов 1,5-2 года. Это не диплом, а как бы такой сертификат образовательный. Это, ну, для людей рабочих профессий. Но, в принципе, именно по этому пути в 21 веке образование пойдет, вузы пойдут. Достаточно ли Министерство образования Украины делает в этом направлении, чтобы все-таки такая форма обучения для... в первую очередь людей с оккупированных территорий появилась в Украине? Ну, и что для этого нужно сделать? Самое главное вот в сегодняшних условиях, надо, чтобы руководящие органы нам не мешали. Вот это, вот, честное слово, самое главное. А то нас тут временами замучивают всякими проверками, всеми контрольными замерами. Причем приходят проверять люди, которые сами не осуществляют образовательную деятельность. И они искренне не могут понять, зачем мы вот это делаем. Ну так зачем же ты меня проверяешь? Это, как ты меня проверяешь, как я вожу автомашину, если ты сам не водишь машину? Как же ты можешь меня проверять? И второе. Вы знаете, нужно кое-что еще разгородить. Но до сих пор считается как-то, знаете, таким каким-то почти преступлением. Вот помните, был скандал, может быть, вы помните, лет 8-9 назад, он, правда, был связан с российским преподавателем, который уехала на конференцию в Испанию из какого-то крупного российского университетского города, а у нее в это время, в течение 3-4 дней, пока была там конференция, должна была быть плановая лекция. Она сказала всем своим студентам: откройте ноутбуки, выйдите по скайпу на меня, я вам прочитаю всем эту лекцию, вы зададите мне все необходимые вопросы, я отвечу, и мы проведем. Так был целый скандал. Вы отсутствовали на рабочем месте. Как я отсутствовала. Они все могут подтвердить, они все подтвердили, что они выслушали лекцию, задали вопросы. У нас в этом смысле мы отсталая страна, в этом образовательном смысле. Мы не понимаем, как это преподаватель может быть где-то дистанционно и вести занятия. Мы не понимаем, почему зарубежный профессор не должен приезжать сюда. Он может в Нью-Йорке, в Лондоне, в Токио, где угодно, в Стамбуле прочитать лекцию нашим студентам с помощью разных программ и ответить на все вопросы, которые они ему зададут. В этом смысле... Мне кажется, тут еще проблема в том, что наши высшие учебные заведения, у них такой патерналистский подход, что действительно Министерство образования его сейчас делает и как бы решит за нас эту проблему, а сами мы ничего как бы делать не будем. Вот можно ли так сказать? Есть такое. К сожалению, ряд моих коллег или даже учебных заведений, они немножко действительно как-то так очень консервативны в этом отношении. Вот в чем преимущество нас, переселенческих вузов, крымских и донбасских? Что вы должны сами выдирать себе условия? Вы знаете, вот катастрофа заставляет понять, что никто за тебя твою работу не сделает. Ты должен все в известном смысле начать с нуля. И ты понимаешь, что твой студент остался там, и дорога к нему тебе лежит через дистанционные программы, с которыми вместе ты можешь общаться с ним. И мало того, накопленный в этом смысле в Европе и в мире опыт для тебя не какая-то тяжелая обуза, а для тебя реальный способ самореализоваться. В этом смысле мы быстрые на подъем, мы жадные к новым технологиям, мы легко учимся, и я думаю, что в ряде моментов показываем в чем-то и лидирующие позиции.
Вы 2 года назад переехали, до этого была такая сложная ситуация, да, когда вы выступили с критикой на конференции учебной, научной. Насколько я помню, эта конференция была в Праге, да, и там вы раскритиковали крымскую систему образования. После этого вам сказали, что, ну, если вы критикуете крымскую систему образования, значит, лучше вам, наверное, как бы здесь больше не работать. Вы переехали на материковую Украину и решили воссоздать Таврический национальный университет. Прошло уже фактически 2 года, да? Что вы можете сказать? Сколько студентов сейчас в Таврическом национальном университете? Я помню, что было 10 факультетов из 14. Сейчас как обстоят дела? Сколько процент все-таки меня интересует переселенцев среди студентов? Можете ли немного статистики рассказать? Да, значит, реально, чисто юридически мы работаем, вот 15 декабря было 1,5 года, как мы работаем, 1,5 года, потому что до этого был длинный период 7-8 месяцев, когда мы все на волонтерских засадах работали, ни копейки не получали, и это правильно. Без студентов вуз не может существовать, у нас нет никаких упреков к министерству, и все было сделано правильно. А вот 1,5 года мы финансируемся, это с 1 июля 2016 года, студенты стипендию получают и так далее. За 1,5 года вот этой уже формальной, юридически оформленной работы мы прошли довольно большой путь. Мы получили все необходимые помещения для работы, общежитие, получили гостиницу преподавательскую, спортивные комплексы. Мы сейчас на данный момент обеспечены всем необходимым для работы. Спасибо министерству и спасибо Кабинету министров за его распоряджение, которым эти проблемы были решены. Раз. Второе. Мы быстро увеличиваем свой коллектив. Вот сейчас мы с вами разговариваем, у нас уже более 4000 человек. Это студенты, это преподаватели, это сотрудники. Вот за 1,5 года это хороший показатель. Например, мы сейчас в этом, в общем, перечне... Насколько я помню, в 2016 было 700, да? Да, это с этого мы стартовали. Потом, но дело в том, что мы растем не только в период вступительной кампании, как все вузы. Спасибо министерству и лично, вот опять Лилия Михайловна упомянул, да, нам разрешен перевод студентов любого крымского вуза к нам круглый год и каждый день. Не так, как это было раньше, помните, в летний период. Конечно, между курсами можно переводиться. Нет, может в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне, когда хочешь, когда тебе удобно, приезжаешь, мы тебя переводим. И поэтому мы каждый месяц наши ряды растут, растут, растут. Во-вторых, мы сами прошли через большие трудности, и сегодня мы выручаем уже других. Вот мы очень рады, что мы сейчас находимся в процессе принятия в свой состав Донецкой консерватории, у которой довольно большие проблемы с помещением. Вот мы берем, и она будет вместе с нами работать. Мы уважаем этот вуз, он когда-то открывал филиал в Крыму, и крымские дети могли получать высшее музыкальное образование, находясь в Крыму через филиал. Мы сейчас помогаем ряду других как бы коллективов, и они в этом смысле с нами сотрудничают. Мы очень большое количество подписали новых договоров о сотрудничестве с европейскими вузами, с турецкими вузами, с китайскими вузами, там, скандинавскими и так далее. И наши студенты постоянно находятся в процессе обменных программ, выездов, стажировок и так далее и тому подобное. Насколько идут навстречу иностранные вузы? Охотно, охотно. Особый сюжет отношений со странами Балтии. Они нам всех всячески помогают. Они говорят, мы через это прошли, через оккупацию, вы теперь тоже под оккупацией, вот вы нам как бы побратимы, мы готовы с вами вместе работать. Европейские вузы охотно идут на это сотрудничество. Турецкие вообще братские. Мы со времен Крыма, естественно, с ними имели очень много договоров. И вот сейчас в последнее время институт Энвера Эмре создан в Турции. Он занимается распространением, продвижением турецкого образования. Вот сейчас они нам, наконец-таки, мы долго об этом просили, турецких профессоров, как это было раньше, практиковалось, присылают с февраля к нам, они будут преподавать. Факультетов осталось так и 10? Нет. Нет? Факультеты все 16 развернуты, но ведь мы живем в такие трудные времена, когда все хотят быть юристами, все хотят быть никто не хочет быть физиком и математиком. Да. На математику мы прошлым летом набрали аж 3 студента. Я расстроился, мне потом говорят, да хоть крымчане? Нет, и другие граждане Украины. Не надо расстраиваться, в Драгомановке 8 набрали математиков, то есть, казалось бы, вуз давно работающий, но на IT-технологии сразу же взрыв интереса, вот мы все хотим быть программистами, мы все хотим быть айтишниками и так далее. Поэтому тут очень важно, или, например, языки. Есть, например, там славянская филология, самая разнообразная, есть романо-германская филология. Ну, понятно, что доминирует английский язык, и надо убедить детей, что есть другие языки, и с ними тоже есть поле для твоей деятельности, с французским языком, с немецким языком, там, с испанским. Популярный, не могу не задать вам вопрос, как человек,
человека, который является профессором как раз-таки русской литературы, да, изучающим человек. Насколько популярным является направление русской литературы, русского языка? Ясно, что сегодня в воюющей стране эта русская филология испытывает определенные вполне понятные сложности и трудности. И в этом смысле мне даже приятно, что молодые люди в ВУЗе приходят преподаватели и говорят: на каком лекции будем читать лекцию? Они говорят: на украинском. Пожалуйста, на украинском. Вот мы хотим даже в этом выразить свою позицию, хотим ее показать. И преподаватель переходит на украинский язык и ведет занятия на украинском языке. Одновременно есть у нас в ВУЗе у всех понимание студентов, преподавателей, что русская культура не принадлежит Владимиру Владимировичу и Кремлю. И в этом смысле эта литература родила пером Льва Толстого повесть Хаджимурата, рассказывающая о том, что творила администрация имперская на местах, и много чего другого. И поэтому мы будем это делать. Мы восстанавливаем конференции, которые раньше проводили в Крыму. Это и та же Ахматовская конференция, и Гумилевская, и там Чичибабинская, Шмелевская и так далее. И они пользуются спросом. Люди, Волошинская конференция, они к нам идут. Волошин родился в Киеве, он Кириенко, рожденный, а Ахматова Горенко и так далее. Поэтому я думаю, что это настолько тесно связано, что в полном смысле слова русская культура, она, наверное, больше принадлежит Украине, чем вот сегодня имперским вождям. Это, конечно, да, такое заявление. Этого Нет, я понимаю, да, о чем вы говорите. 073-419-4158. Напоминаю, телефон нашей студии. Вы можете звонить, задавать вопросы касательно поступления, касательно того, как стать студентом Таврического национального университета. А я, кстати, хочу спросить, как стать крымчанину студентом Таврического национального университета? Насколько это сложно, особенно учитывая, что это происходит там на 4-й год оккупации уже, да, когда люди могут уже не знать там историю Украины, они уже не изучают в учебной программе в школе, да. Им, наверное, сложно в том числе при поступлении сдавать какие-то, баллы по поводу ЗНО. Безусловно, в школе, да. Что, как Два слова закрыть предыдущий вопрос. Помимо крымчан, у нас дети с Донбасса, с оккупированных территорий, потому что мы единственный переселенческий вуз, переведенный в Киев. Многие из них хотят учиться в этом городе, и здесь, естественно, для учебы больше возможностей. И студенты из всех регионов Украины, поэтому у нас треть, условно говоря, этих, треть этих и третьих. Мы по первому слову Таврический университет, но по второму национальный, мы не региональный вуз, мы вуз всей Украины. И в этом смысле какую-то крымскую правду тоже хотим всей Украине рассказать. По поводу поступления. Кардинальным образом была в 2016 году изменена система вступительных экзаменов для детей с оккупированной территории, в данном случае из Крыма. И я хочу, пользуясь случаем, мы движемся навстречу новой вступительной кампании. С 1 июля 2018 года она начнется. Я хочу всем сказать, что мы ждем вас в Таврическом университете. Вы можете приезжать с любым паспортом, с тем же российским, потому что детям, которые уже эти годы в школе учились, вы понимаете, им выдавали по достижении определенного возраста только один паспорт, как будто у них был выбор: я хочу такой, я хочу такой. Будешь получать только один. Или можете приезжать вообще без паспорта. Можете приехать со свидетельством о рождении, которое подтверждает факт вашего рождения в Украине, и в украинские времена. И нам этого документа будет достаточно. Вы можете приехать с любым аттестатом, с двуглавыми орлами, или, может, вы дистанционно, например, из Крыма, как некоторым рекомендовали, прикреплялись к какой-нибудь школе, в Херсоне, например, через интернет учились. Или вы можете привезти нам, бывают случаи, когда не выдают документы, зная, что они едут на материковую Украину, чтобы сорвать им поступление. Вы можете привести нам любые копии этих документов образовательных, которые у вас есть. Мы их будем принимать. И вы придете к нам в приемную комиссию. Мы на базе школы, которая к нам прикреплена на этот период, сдадите в рамках школьной программы «Украинский язык, украинскую историю». Перед этим мы вам интенсивные такие консультационные курсы проведем. А потом вернетесь к нам в университет и сдадите один профильный экзамен на тот или иной факультет. И по итогам вот этих 3 экзаменов вы будете зачислены. Вы не сдаете ЗНО, но вы, обучаясь в университете, по итогам первого курса, когда вы уже и украинский язык дополнительно будете изучать, украинскую историю будете изучать, вы потом досдадите уже в рамках университета этот экзамен, просто он вам по времени будет пролонгирован на более позднее время. И тем самым подтвердите, что вы на этот уровень вышли, как и все молодые студенты, граждане Украины. Всех этих условий достаточно, чтобы выпускники
крымских школ приезжали в Киев и поступали. Да. Мало того, вы, поступив к нам, поступайте к нам в Таврический университет. Во-первых, мы вас понимаем, и мы для вас понятный вуз. А одновременно мы хотим, чтобы вы в нашем университете получили не один диплом, а два, как это мы делали в Крыму. Вы будешь учиться на своем, а со второго курса мы будем разрешать тебе выбирать другой факультет, и ты будешь там учиться, общеобразовательные предметы перезасчитываются, и там будешь только специальные. Во второй половине дня ты можешь этим заниматься. Мало того, мы тебя в зарубежный вуз тот или иной прикрепим по болонской системе, и ты за время учебы выйдешь... Сколько таких студентов, которые могут совмещать сейчас? Можете сказать? Вы знаете, цифру, вот назвать, это довольно трудно, это же надо работать как следует, да. И поэтому... В Крыму у нас было это очень распространено. У нас приблизительно где-то до 35% студентов заканчивали с 2 или даже с 3 дипломами. Сейчас здесь мы это как бы вот сейчас раскручиваем, потому что отчасти это некоторое, получается, крымское ноу-хау, не вполне здесь получившее. Владимир, давайте прервемся. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире телеканала АТР. Слышите нас? Сорвался звонок, к сожалению, не успели, но надеюсь, что вы дозвонитесь, сможете еще раз задать вопрос. Вот. И сейчас вот мы это активно как раз убеждаем их в том, что это нужно делать. Но, может быть, с большей легкостью они сейчас идут на программы, которые обещают им двойной диплом. Украинский, польский, украинский, турецкий, украинский еще какой-то европейской страны. Сейчас с Китаем. Китай предлагает целый ряд программ для студентов из Украины, чтобы они могли, выезжая туда, учиться. Причем тяжелый путь через китайский язык. Приезжаешь, учишься год на подготовительном, изучаешь язык, начинаешь учиться. Не хочешь? Ради бога, на английском языке мы будем тебя учить. Китай предлагает на английском языке образование. Не трудно тебе? На русском языке там достаточное количество преподавателей, то есть с того времени, когда Китай, как бы СССР тесно сотрудничали, они предлагают образование и на русском языке, в том числе в Китае. В этом смысле этот рынок открывается, и ты получаешь украинский диплом и китайский диплом в результате вот этих обменных программ. Сегодня необыкновенно хорошие условия для получения полноценного, в полном смысле слова, международного образования и знакомства с этим миром во всех его деталях. Что еще может государство Украины, что еще могут сделать украинские вузы для того, чтобы студентов с оккупированных территорий стало больше? Насколько я понимаю, их количество каждый год сокращается, несмотря на все вот эти вот условия, о которых вы рассказываете, и возможность получить диплом зарубежного вуза, да, или западного вуза, несмотря на ряд таких вот условий. Но, очевидно, наверное, как-то этого всего недостаточно, и люди постепенно, количество студентов с оккупированных территорий, которые хотят получить украинский диплом и учиться в Украине, оно уменьшается. К нам это не относится. У нас этого сокращения нет. Нет, да. серьезно. Наверное, даже я могу сказать, что мы, может, перетягиваем на себя в основную массу вот этих обучающихся. И добавлю, к нам стало увеличиваться количество поступающих с оккупированных территорий Донбасса. Ну, потому что, опять же, мы в привилегированном и в Киеве. Понятно, что вот в этих сложных поселках, в которых многие вузы расположены, Рубежное, Снежное, Бахмут там и так далее. Там ну, Донецкий национальный университет, например, переехал в Винницу. Некоторые в Виннице, некоторые в Днепропетровске, некоторые в Полтаве. Вот из 17 вузов... А почему, кстати, Таврический национальный решил не базироваться, например, в Херсоне? Вот у нас прям разговор, вы мне напоминаете, с Квитом, он тогда был, Сергей Миронович, министром. Он говорит, давайте вас куда-то в Николаев, куда-то в Херсон, там поближе к Крыму. Киев, да? Да, я говорю, я знал, что не надо на это соглашаться, потому что я знаю университеты Николаева и Херсона, они говорили, не дай бог вы придете, нам самим тут не хватает абитуриентов, сложность. Еще придете вы, у нас начнутся вот эти вот споры, это как бы перетягивание канатов. Вы думаете, что вы не набрали бы достаточное количество студентов? Там сложная ситуация, раз. Во-вторых, у нас есть простая причина, почему мы и стали единственным переселенческим университетом, который впустили в Киев. Только нас впустили. Дело в том, что Вернадский и его товарищи, когда в 2018 году открывали наш университет в Симферополе, они были украинофилы. Они открывали нас как филиал Киевского университета Святого Владимира, сегодня имени Шевченко. Поэтому мы не российский бренд, мы украинский бренд, задуманный и осуществленный Киевом. И вот когда это осознание пришло и к чиновникам, и к политикам, и родилась резолюция Порошенко, наложенная на письмо народных депутатов от Крыма, Джемилева, Куницына, Чубарова там, и многих других, они хлопотали о том, чтобы Таврический университет был переведен. И он тогда Яценюку написал эту резолюцию: решить вопрос о переезде в Киев положительно и в кратчайшие
кратчайшие сроки. И тогда закрутились все эти шестеренки. Поэтому так это получилось, так это состоялось. Применительно к нам нет этого сокращения. Мы, наоборот, видим постоянно растущий интерес. Тем более мы уполноваженный вуз по всем вузам Крыма. И Таврический, и медицинский, и аграрный, и экономический, и Севастопольский, национально-технический, и другие. И поток этот к нам постоянно осуществляется. Но что нужно сделать? Вы знаете, такой странный ответ приходится давать на этот вопрос. Давайте начнем выполнять принятые нами решения и законы. Есть закон об оккупированных территориях, ну коротко так мы его называем. Там есть 7-я статья. В этой статье написано, что если дети с оккупированной территории, крымчане, дети с оккупированной территории, хотят продолжать учебу на материковой Украине, они имеют право, так как они с оккупированной территории, в этом смысле обделенные в правах, имеют право продолжить образование на материковой Украине, это переводящиеся на 2-й, на 3-й, на 4-й курс магистратуру на условиях держзамовления, то есть с получением стипендии. И второе, не только с получением общежития, с получением бесплатного общежития. Вы думаете, это выполняется? 3 года этому закону он не выполняется. И приезжают дети, мы их зачисляем, они говорят, а как надо платить? Почему платить? Мы же знаем вот эта статья. Но вы знаете, Минфин отказывается финансировать. Как отказываться? Это закон. Какой уровень, кстати, сейчас финансирования Таврического национального университета? И какой уровень вы покрываете за счет собственности? Ну вот по заработной плате где-то 43-44% наших потребностей это бюджетное финансирование, а вот 56-57% мы каждый месяц должны заработать сами и выплатить. Это если считать, что наш месячный фонд заработной платы сейчас, ну, до этого повышения, до этого был где-то 1 200 000 300 000, то 2 200 000 300 000, то вот где-то 870-880 тысяч это бюджетное, а вот 1 200 000 300 000 каждый месяц мы должны заработать и выплатить. И мы ни разу не сорвали выплату, и в этом смысле мы контролируем ситуацию, мы знаем, как надо работать. Но вместе с тем иногда хочется сказать, друзья, почему мы называем этот университет государственным, если государственные вложения составляют 43%. чуть больше 40%? Это, кстати, вот это был мой следующий вопрос. Как тогда можно назвать Таврический национальный университет государственным университетом, если действительно он покрывает, бюджет покрывает только 44%? Вот это одно. Закон есть и не исполняется. Еще один только пример. Под аплодисменты в конце 2017 года, в конце 2016 года, накануне 2017, принимали закон, поправки в этот закон. И там было сказано, что для вузов с оккупированных территорий расчет штатного расписания будет не так 10 студентов одна ставка, а пониженный 8 студентов одна ставка. Это правильно, потому что трудно и преподавателей, и студентов переводить все. Поаплодировали, приняли, подписал президент, опубликовали, вступило в действие. 12? Выполняется ни одного дня. Друзья, у нас накапливается критическая масса принятых нами всяких законов. А ведь закон после Конституции второй по силе. А потом идут всякие постановы, там, подзаконные акты. Почему они не выполняются? Ну тогда давайте не принимайте. Но если уже приняли... Я тогда не понимаю, так сказать, чиновничью основу работы аппарата. Вы сказали, 4000 человек, это студенты, это преподавательский состав, сотрудники. Сколько крымчане из этой цифры составляют? Где-то, приблизительно, чуть меньше 30, 26-27%. Это тоже сложный вопрос. Крымчане, которые приехали поступать через вот эти осветительные центры Крым, Украина, Донбасс, Украина, да, пришли такие. Но многие крымчане давно привыкли полагаться на самих себя. Они за это время уже детей отправляли заканчивать школы на материковой Украине, и они к нам приходят как крымчане, но с полученными экзаменами ЗНО. И мы их зачисляем, но они не попадают в ту статистику, которую я называл. Это крымчане, которые переводятся. Это крымчане, которые до этого ушли в другие вузы. В 2014 году, помните, был большой поток, они поехали, их принимали тогда и во Львове, и в Днепропетровске, и везде. А потом, когда мы стали здесь, они начали к нам переводиться из других вузов. Они вообще не попадают в эту категорию, потому что это львовский студент, который перевелся в Таврический национальный. Но мы-то знаем, что он из Крыма ушел туда, а оттуда перевелся к нам. Реально это большое количество, вот где-то вот меньше 30. Донецкие составляют тоже где-то около 30. И вот оставшиеся это... У нас звонок от зрителя. Добрый вечер. Вы в эфире телеканала АТР. Наш гость Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета. Вы задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Только представьте. Добрый вечер. Владимир Павлович, это Романов, я вам звоню с Киева. Такой вопрос. Дети закончили в 2014 году ТНУ. И дипломы были готовы. И они сейчас не могут получить эти дипломы и задают вопрос, как их получить. Вы закончили в 2014 году на оккупированной территории, получается, да? Да, не я, дети, которые, я член Меджлиса, дети, которые заканчивали в 2014 году университет ТНУ, якобы Богдов отказался от этих дипломов. И сейчас эти дети не знают, как получить. Министерство образования им говорят, что дипломы получают от ТНУ в Киеве. Да, пожалуйста, не теряйте время, приходите к нам на Ивана Кудря, 33. Есть разные ситуации, но у вас ситуация, когда вам не выдали, да, вот эти нового образца оккупационного периода дипломы. Придите к нам со всеми документами, которые у вас есть, подтверждающими. Эти проблемы мы решаем, они решаются довольно легко. Есть другая ситуация, когда они получили вот эти оккупационного периода уже дипломы в 2014 или 2015 году, к сожалению, в системе ЕДЭБа, которая работает, не заложили функцию замены вот этих дипломов на украинские. Но сейчас мы тоже, это касается в том числе одного из операторов АТР, который вот такой диплом имеет, это 28 человек на данный момент. Вот теперь мы добились, и ЕДЭБа сейчас дорабатывает программу, что позволит осуществлять замену этого диплома на украинские дипломы. И я думаю, через месяц-полтора эта категория получит свои дипломы. Ну и есть другие ситуации, но они разные, мы их решаем. Приходите к нам, Ивана Кудри, 33. Вообще можно дать телефон контактный. Я шучу. Я читала одно из ваших интервью. Вы в том числе говорили там о планах создать научный парк Таврического национального университета. Интересно, в каком состоянии сейчас эта идея, что такое научный парк ТНУ и сколько денег нужно для его создания? Научный парк – это очень важная форма работы высшей школы, потому что она позволяет сделать то, что нужно делать в высшей школе, объединяться с производственными возможностями и лабораторными мощностями. Потому что в чем проблема образования в нашей стране? У нас Академия наук отдельно, вот там наука, а образование отдельно, вот там сугубое образование. Ну, с некоторыми начатками научных исследований. Не так, как в той же Америке, когда университет – это средоточие и науки, и образования. И не со второго, а с первого курса они помимо лекций уже начинают заниматься практическими разработками, чтобы свои знания применять на практике. Научный парк, поэтому этот закон о научных парках был при Ющенко принят в 2009 году. Он хороший, он взят с европейских мировых стандартов, и он чрезвычайно продвинутый. Он как раз и позволяет университету объединяться с другими научными образовательными объединениями, создавать единое пространство. Там большие льготы со стороны государства для этой работы. Там можно зарабатывать любые деньги, они остаются в научном парке, никто не имеет права их как бы изымать, там, например, там, на другие цели направлять. И он позволяет с любыми иностранными партнерами в рамках научного парка осуществлять научные проекты и исследовательские работы. Вот, в принципе, мы все вопросы решили, мы стоим уже как бы на пороге регистрации. Вот сейчас мы последние детали с соответствующим департаментом министерства согласовываем, в каком формате мы его будем регистрировать, этот парк. Я думаю, что он должен стать реальностью недели через полторы. Это будет научный парк имени Вернадского. Очень интересно. Посмотрим, как эта идея будет воплощена в жизни. Также я знаю, что вы перевели сюда факультет изучения крымскотатарского языка. Мне, честно говоря, просто интересно, сколько людей сейчас, вот, студентов факультета крымскотатарского языка, пользуются ли популярностью этот факультет? Потому что, насколько я знаю, в Киевском национальном университете этот факультет, к сожалению, популярностью не пользуется. Сложности вот с такого рода отделениями состоят в том, что в современном мире сам по себе язык и диплом, что я закончил такое-то языковое отделение, сам по себе язык – это еще не профессия. Это способ к самореализации. И если просто закончить это отделение, получить диплом крымско-татарский язык и литература, ну, сколько в Украине школ крымско-татарских, чтобы, например, туда прийти преподавателем, или, например, научно-исследовательских институтов, где именно эта проблематика исследуется. Поэтому у нас в Крыму это было развито, и здесь мы это внедряем, и поэтому у нас все получится. У нас в прошлом году был небольшой набор на крымско-татарское отделение, в этом году оно существенно выросло. И кстати, турецкое существенно выросло. Крымско-татарское сейчас где-то более 30 студентов насчитывает, турецкая где-то приблизительно в таком же количестве. Почему?
Это часть восточного факультета. На восточном факультете у нас крымско-татарский язык, литература, турецкий язык, литература, арабский язык, литература и фарси, и персидский язык, литература. Сейчас туда будут добавляться китайский язык, японский язык и целый ряд других. Мы им говорим: коллеги, приходите, учитесь у нас на этом факультете, на этом отделении. По окончании первого курса мы разрешаем вам начинать учиться на любом другом факультете университета. На праве, на истории, на экономике, там, не знаю, на философии. И в результате мы получаем юриста со знанием крымско-татарского языка, историка со знанием крымско-татарского. То есть в итоге мы не замыкаем его в рамках этой специальности, а наоборот мы даем ему более широкий фронт для самореализации. И по крымско-татарскому языку, литературе, если жизнь сложится, так ты можешь, у тебя есть этот диплом. И можешь другим, и ради бога, ты будешь участвовать в любых тюркологических конференциях, ты будешь заниматься, будешь общаться со своими коллегами, встречаться, разговаривать, обмениваться, читать их работы в оригинале, а не в переводе там на украинский или на русский или на английский язык. И то же самое с другими. Мало того, в нашем вузе крымско-татарский язык еще должен преподаваться, мы это уже делали в прошлом учебном году, студентам-историкам, студентам-юристам, студентам-экономистам, студентам. Почему? Они хотят завтра работать в Крыму. Надо решить в конце концов эту проблему, что чиновник должен на 3 языках в Крыму принимать граждан и отвечать им. Придет украинец, придет русский, придет крымский татарин, он должен переходить на язык и разговаривать на любом из 3 языков, как это было до войны когда-то в Крыму, о чем все вспоминают. И третья категория. К нам приходят люди, говорят: вы же крымский вуз, да, а можно мы у вас курсы крымско-татарского языка, 3-месячные, 4-месячные пройдем, просто как пользователи. У нас, например, там связи с Турцией. Есть ли такая возможность уже сейчас? И вот мы пробовали запустить этот процесс, и штатное расписание нам рассчитано 10 студентов, 1 преподаватель. Строго говоря, нам там 3,1 преподавательские ставки даются на все отделение. Это невозможно. Там одних курсов только в 3 раза больше, которые надо читать: историю языка, историческая грамматика там, и так далее. Так вот, мы написали письмо министерству, чтобы нам нужно целевым образом дополнительное... Мне кажется, тут и вопрос специалистов все-таки есть. Есть специалисты есть. Эти ставки, мотивируя, что крымско-татарский язык в нашем вузе преподается шире, чем просто крымско-татарское отделение. И должны быть языковые курсы при университете. Нас поддержал в этом вопросе Меджлис и другие народные депутаты от Крыма. Я думаю, что сегодня турецкая сторона дает нам преподаватель турецкого языка. Мы набираем дополнительно, договариваясь с министерством, преподавателя крымско-татарского языка. Думаю, что с середины февраля вот эта кадровая ситуация будет развязана. Вы уехали в 2015 году, в конце 2015 года. Подробно рассказывали о том, что представляла на тот момент крымская система образования. Следите ли вы сейчас за тем, что происходит в Крыму в сфере образования? И как вы в целом можете охарактеризовать эти процессы? Да, мы следим, потому что мы продолжаем заниматься ситуацией крымской. Мы сейчас заняты восстановлением Крымского медицинского университета в рамках Таврического университета как института, Крымского аграрного в рамках Таврического университета как института. Поэтому, а там на связи преподаватели с нами. Они говорят: открывайте, мы берем чемоданы и переезжаем, и начинаем по профилю работать. Мы же здесь углубили. Есть желающие... Да, и медики, и аграрии, и экономисты, и другие вузы. Это раз. Во-вторых, мы, конечно, наблюдаем... Что вы считаете как приемлемую ситуацию, когда люди, которые работали в этих вузах уже в условиях оккупации, переезжают на материковую Украину? Дело в том, что они с самого начала многие сказали: мы хотим переезжать. Но не было у тебя есть возможности? медицина? Нет, мы ее еще не открыли. Когда ты сможешь ее открыть? Сейчас начали этим заниматься. Таких желающих много. Да, потому что он же по профилю специалист. Но на рынке образовательного труда в Украине громадное количество сегодня специалистов. Закрыты многие вузы, идут сокращения. В связи с тем, что наши студенты уезжают... Для крымских профессоров, для крымских... Мы найдем. Для этого мы являемся, как говорится, так сказать, уполноваженный вуз по всем вузам Крыма. Мы это делаем. Но еще одно, я думаю, что... Тут в этих вопросах нужна какая-то, может быть, немножко политическая воля, потому что Таврический университет, помимо всего прочего, для периода послеоккупационного должен сегодня разрабатывать целевые программы, например, развитие аграрной отрасли в Крыму, вот в этом смысле аграрный вуз. Об этом я хотела поговорить, немножко поговорить о том, что собой представляет система образования на оккупированной территории сейчас, да, какие там проблемы есть. Я думаю, что проблема в том числе и с профессорским составом, потому что большая часть выехали. Насколько она актуальна
актуальны? Можно одну цифру привести, она очень красноречива. Цифру и два примера. Цифра такая. Когда 1 января 2015 года они в Крыму создали, закрыв все украинские вузы и академические научные центры, слив это все в один кошек, они создали Крымский федеральный университет. 7 вузов туда вошли, 5 академических центров и прочее. Был создан монстр, в составе которого было 76 тысяч человек. Студенты, преподаватели и сотрудники. Ну, это такой монстр Шевченко, по-моему, меньше. Больше, даже больше, чем Шевченко. Да. Вот. Ну, я же говорю, что в Шевченко, по-моему, учится гораздо меньше студентов. Можно сказать, что он отчасти мог бы соревноваться с Сельджукским университетом, в Турции там 80 тысяч студентов, а тут 76. Так вот, за эти 3 года, которые прошли с 1 января 2015 года, сегодня в Крымском федеральном университете 28 тысяч. Почти 50 тысяч за 3 года падения коллектива. Это студенты, которые уехали в Украину учиться в разные вузы. Ну, в том числе, кстати, и часть в Россию, часть в Европу, куда угодно. Ну, понимают, что тупик. Учиться в вузе, диплом которого нигде не признается. Зачем терять время? Что я буду с этим дипломом делать? Во-вторых, это преподаватели, которые поехали в поисках лучшей доли. И, опять же, работать в Крыму – это не иметь возможность никаких научных контактов. Не выехать ни на стажировки, никуда. Вуз не может жить без научных контактов, без обмена мозгами, идеями и так далее. И поэтому вот этот показатель говорит о неуспешности проекта Крымского федерального университета. И 2 примера. 7 августа они заменили ректора Донича на нового, потому что даже московские власти поняли, что Донич убивает так называемый Крымский федеральный университет. Я очень переживал в связи с его заменой. Думал, если поставят толкового, может немножко уменьшится поток переводящихся к нам студентов. Слава богу, преемник оказался такой же глупый, продолжает эту политику, и этот поток не пересыхает. И в сентябре у них были волнения студентов, которые 2 месяца не получали стипендии. Вот даже до этого дошло. Но это все кстати, признаки... я думаю, что для украинского зрителя это большое удивление сейчас будет относительно студентов крымских, которые не получали стипендию. Да. Скажите, вот если бы ситуация не была бы такой, вы бы переехали все равно? Из Какой Крыма. Ситуации? Ну, вот оккупации? такая вот ну, в первую очередь раскритиковали крымскую систему тогда, в 2015 году, и вам сказали, что вы должны уехать. Если бы все-таки все осталось приблизительно так, как есть, но диплом бы не признавался, вы бы уехали, не уехали? Вот мне интересно. Для меня, моих друзей, вопрос переезда был ясен в 2014 году, именно поэтому я был таким частым гостем на АТР, на телеканале там в Крыму, Лилия Буджуру, ее шоу, там всякие другие выступления, интервью. Я тогда давал интервью, господи, наверное, всем мировым газетам за 2014 год, включая Аль-Джазиру, Нью-Йорк Таймс, там и что угодно. Это правда, это все можно найти в интернете. И для меня это было понятно. Я не мог уехать сразу по той простой причине, что 2014 год был объявлен переходным, у нас оставались украинские бланки, хотя Багров разорвал отношения с Украиной, украинская печать продолжалась. Мы до 31 декабря были Таврическим национальным университетом имени Вернадского. И мне нужно было до конца 2014 года закончить защиты всех, кто писали по украинским законам кандидатские, докторские, они вышли на финиш, и вдруг выясняется, что... Да, и вот Совет продолжал работать, и в украинский ВАК отправлять диссертации, хотя нас настойчиво говорили, посылайте в российский ВАК. У нас же диссертация на украинском языке. Ладно, мы рассмотрим на украинском языке. Посылайте к нам, мы будем рассматривать ваши работы. Никто не захотел, и мы не захотели, мы это делали. И во-вторых, когда мы в конце 2014 года первый раз с Квитом начали об этом говорить, уже тогда пошли приказы о переводе вузов Донбасса с оккупированных территорий. Он говорит, ну давайте, нужны документы, везите устав, везите ваши лицензии, везите все. И мы начали постоянно туда-сюда ездить, а теперь вот это привезите, едем назад, эти документы. У нас было где-то месяцев 8, вот такая езда, нас уже на границе стали спрашивать, а что вы так часто по 3-4 раза за месяц ездите туда-сюда? Я говорю, у меня там сын живет, я езжу к сыну, вы так сильно любите. Знаете, это мое дело, как я люблю сына. Ладно, давайте я сам буду определять, сколько раз мне его видеть. И только вот когда весной 2015 года стало ясно, что Порошенко готов подписывать распоряжение о переводе Таврического университета в Киев, вот тогда закрутились шестеренки уже всерьез, и мои коллеги стали с чемоданами уже выезжать, готовясь начинать работу в Киеве. И с октября пошли первые приказы, а в ноябре я уже был назначен ректором Таврического университета 2015 года. У нас был процесс немножко длинный. У меня такой вопрос, он глобальный, как мне кажется. Вот как ректор Таврического национального университета, каким вы видите
вклад, возможный вклад этого вуза в будущую деоккупацию Крыма. И в том числе мы с вами заговорили о перспективе того, что сейчас уже должны рассматриваться вопросы, как развивать аграрную отрасль тоже во время деоккупации, как, может быть, строить институты и так далее. Восстанавливать медицину. Да, безусловно. Думаете ли в этом направлении? Да, потому что, безусловно, сейчас тут очень важно делать какие-то, как сказать, бежать, с одной стороны, спринтерские дистанции, в том числе не забывать о марафоне, потому что на самом деле важно же то, что, как вы говорите, и как мы считаем все, что это вуз все-таки временно здесь находится, и все-таки будет возможность вернуться рано или поздно, и в том числе, мне кажется, силами студентов, силами профессорского, научного состава можно сделать гораздо более глобальные вещи, наверное, чем в том числе и чиновники в кабинете министров. Вот да, вклад именно научный в эту всю историю. Насколько он может быть весомым и работаете ли вы в этом направлении? Только с приходом Таврического университета сюда, это вот заслуга университета, была кардинально изменена система вступительных экзаменов для детей с оккупированных территорий. Пока нас не было, ее почти 2 года пытались изменить, ничего не получалось. С приходом... это маленький Нет, вклад. я хочу с этого факта, начиная с конкретно, то есть с самим своим присутствием университет начинает влиять на всю систему вопросов, связанных с этим. Раз. Второе. Главная магистральная миссия университета – это подготовка кадров, которые должны будут в будущем, после деоккупации, будет кадровая перезагрузка всего Крыма, там, не знаю, от музейных работников, учителей до депутатского и чиновничьего корпуса. Надо подготовить эти новые кадры с европейскими традициями, обменные программы, чтобы они были современными европейскими людьми, одновременно преданными своей земле и своему региону. 2. Третье. Интеллектуальный потенциал университета. Ведь сегодня уже университет присутствует практически на всех мероприятиях, связанных с Крымом, всякие дискуссии, всякие экспертные форумы, всякие конференции, всякие обменные программы. И наши политологи, наши историки, наши экономисты, наши юристы, наши философы, наши географы, культурологи, они выступают, они дают интервью, они заполняют в том числе информационное пространство Украины и международных органов. Достаточно ли этого? Нет. Я думаю, что, во-первых, даже этого, самой по себе этой работы недостаточно. Надо ее дальше осуществлять шире. Но еще одно. Ведь мы большой научный и в каком-то смысле идеологический коллектив. В этом плане мы авторы целого ряда докладных и аналитических записок по целому ряду проблем, которые или заказывают нам, или мы сами в инициативном порядке направляем их и в Верховную Раду, и в администрацию президента, и в Кабинет министров, и в Министерство иностранных дел, и в Министерство культуры, и в Министерство образования. И мало того, мы в целом ряде международных проектов участвуем с нашими партнерами. Например, там у нас сейчас общий проект с Эстонией, общий проект с Чехией, с чешскими вузами, начиная от составления энциклопедии эмиграции, заканчивая... Но мне интересно, какое это все практическое значение имеет для оккупированной территории. И как это может быть применимо по отношению к ситуации, которая в настоящее время сложилась. Потому что действительно рассказывать об этой проблематике – это одно. Другое дело, как это все можно практически применять для достижения целей, конкретной деоккупации. Если мы забираем оттуда молодежь сюда, и она соглашается, что здесь ее место, здесь ей надо учиться, и она станет специалистом. Это фактор, влияющий на возможность деоккупации? Я надеюсь, что эти люди, которые получат здесь образование, они будут гораздо более мотивированы, чем, наверное, кто-либо другой, потому что они являются крымчанами, для того, чтобы в будущем вернуться в Крым и каким-то образом восстанавливать институты, строить институты, и восстанавливать медицину, аграрную отрасль, все что угодно. Сергей, но один пояс, но второй вы как-то так немножко легко к нему отнеслись. Все наши международные контакты, вы знаете, наполовину чем заполнены? Мы с удивлением видим, когда мы разговариваем в Чехии, когда мы разговариваем даже в Балтии, когда мы разговариваем в Германии, нам люди говорят: ну что вы драматизируете ситуацию, ну не так все плохо, и не все плохо в политике Москвы, вот вы, наверное... мы знаем с вами из большого количества сейчас уже всяких аналитических материалов, как далеко они залезли под кожу, так сказать, европейских стран, европейского сознания, надо сказать, многолетними усилиями. В этом смысле мы один из идеологических центров, который ведет эту полемику, но в том числе иногда даже с нашими турецкими коллегами, которые говорят: ну не так все плохо, как вам кажется, вот можно и союзнические отношения развивать, можно еще что-то там делать. Можно и признать диплом, потом. Вот, и это что-то
что-то сделать. Я хочу сказать, что это по самым разным направлениям деятельность осуществляемая. И она тоже очень важна. То, что у нас вот регулярно выступают послы европейских стран, приходят и встречаются со студентами, и потом вопросы начинаются. И они должны отвечать на некоторые острые вопросы. Студент сегодня такой, ему палец в рот не клади, он как бы уже ничего не боится, он хочет правды. Это осуществляется. Международные миссии, которые к нам приходят, в известном смысле мы теперь для них даже такой полигон. Пойдем-ка сверим наши представления об этом с самими крымчанами или с самими донецкими переселенцами. Каким образом они это делают? Это встречи регулярные. Ну, последний у нас был посольство Израиля, посольство Эстонии, посольство Чехии, значит, УВКБ ООН. Нет, я имею в виду все-таки, вот, если говорить с людьми, которые остались на оккупированной территории, да, и со студентами, которые остались на оккупированной территории, возможно ли чисто теоретически какие-то, не знаю, там, программы обмена, ну, например, с тем же донецкими территориями, да? Обмена чем? Но вот вопрос хороший, да, обмена чем, потому что, мне кажется, да, вот у нас нет вопроса, нет дискуссии относительно того, что как бы нам там сложно не было, но эти как бы территории рано или поздно придется каким-то образом сшивать. И каким образом мы хотим это делать и уже готовы это делать. И вот мне интересно ваше мнение на этот счет, да, каким образом можно было бы восстанавливать диалог, в том числе и с людьми, которые живут в настоящее время на оккупированной территории? Ну, я думаю, там две категории, если упрощать совсем, людей живут. Есть люди, которые заблуждались искренне, и сегодня, вот, попробовав все прелести этого нового существования, ну, они недовольны тем, с чем они столкнулись. Но не случайно сегодня Севастополь один из самых как бы бунтарских как бы городов. Там постоянно идут то бизнесмены выходят, не соглашаясь, а сейчас идет массовый отъем земельных участков в Севастополе, потому что они там возвращают все приморские территории, так там судебные иски идут вплоть до Верховного суда России. Я почему это хорошо знаю? Я там был первым заместителем губернатора, и в период болезни Сергея Владимировича, у него как раз операция на спине тогда была, я исполнял обязанности, и многие эти акты подписаны мною. В результате вы сегодня в судах, когда в Севастополе рассматриваются, одно из оснований для отмены, говорят, это подпись не Казарина. Вот наши эксперты заявили, что это не так. Они мне пишут сюда письма, присылают копии документов, и я у нотариуса делаю документ, что я-то такой-то, такой-то, подтверждаю, что подпись под этим документом моя, заверяется печатями, гонец уезжает туда, подает в суд и говорит, нет, вот этот автор этой подписи подтверждает, что это его подпись. Даже таким способом мне сегодня приходится участвовать в защите прав севастопольцев на эти земельные участки. Это одна категория, которые, ну, как бы понимают. И есть категория людей старшего в основном поколения, которые не изменят своей преданности СССР. Они не России преданы, они СССР в старом понимании в своем преданы, ну, называют сегодня Российская Федерация. Нам придется простить им их грехи. Мы, конечно же, не будем никаких, я думаю, карательных акций к этому возрастному контингенту применять. Но они не они будут определять будущее Крыма. И в старом понимании Совета старейшин с этой категорией людей мы устраивать не будем. В какой перспективе, как вы думаете, Таврический национальный университет может вернуться в Крым? Я думаю... Ну, сколько лет должно? Да, мне нравится тут формулировка, которую Ходорковский как-то сказал. Он сказал, что Крым как неожиданно был утрачен, так же неожиданно вдруг будет возвращен. И меня очень сильно вдохновляет история с освобождением Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза, когда, ну, вы помните, с самым высоком уровне вплоть до Путина было сказано, что они никогда не будут освобождены, и генеральный прокурор России это сказал, и другие, и вдруг раз вечером приходят, выводят из камеры, сажают в самолет и отправляют там в Анкару. Оказывается, не такие уже твердокаменные и не способные к отступлению эти люди. Но это вопрос компромиссов и вопрос договоренности. Это я тоже понимаю, это я тоже. Ну, так всегда, значит, есть какая-то цена, за которую они пойдут на всякие уступки, там, себя спасая, свое окружение спасая или еще что-то. Но я думаю, по моим понятиям, что это вопрос, я думаю, что в основном, в главном объеме это вопрос 2018 года. Со мной не соглашается мой сын, но я думаю так, и мы с ним полемизируем.
Честно говоря, думаю, что вы действительно так оптимистично смотрите. Пусть 18-й год нас рассудит. Да, спасибо огромное вам за участие в нашей программе. Напомню нашим телезрителям, что гостем Prime Мусаева сегодня был ректор Таврического национального университета, профессор, доктор филологических наук Владимир Казарин. Спасибо и до встречи в новых эфирах. Мы продолжим наш информационный вечер на телеканале АТР. Спасибо, что смотрели нас.